Прошу вас выплатить мне компенсацию за сверхурочную работу, которая... Виктор Васильевич, мы ведь работаем в госпитале с ковидными пациентами. Я согласилась на сверхурочную работу, а вы обещали достойную зарплату и обеспечить всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Ничего этого нет. Я покупаю маски, перчатки, антисептик за свой счет. Так хотя бы компенсируйте мои затраты за сверхурочную работу. Мы можем вам выплатить лишь за фактически отработанное время. Если вам что-то не нравится, вас никто не держит, увольняйтесь. Хотя я сомневаюсь, что в радиусе 100 километров и с учетом ваших хотелок вы найдете достойную работу врача. Думаю, сгодитесь лишь убирать судно из-под больных. С таким отношением к медикам вы скоро без врачей останетесь. Но самое страшное, без врачей останутся пациенты. Чтобы определиться, как мне поступить в ситуации, которую вы создаете для медиков в нашей больнице, я обязательно проконсультируюсь с юристами. В условиях пандемии медицинским работникам действительно очень часто приходится трудиться сверхурочно. Те, кто работает в красной зоне, рискуя своей жизнью и спасая жизни пациентов, очень часто выгорают и отказываются от дополнительной работы. В результате увеличивается нагрузка на других сотрудников. И очень часто медиков ставят перед фактом, не спрося их согласия на дополнительную работу. Это противоречит всем действующим нормам. К сверхурочной работе медработника могут привлечь и без его согласия, но только в том случае, если необходимо оказать медицинскую помощь при чрезвычайной ситуации, например, при эпидемии. И есть документальное подтверждение эпидемии в регионе и действует карантин. Но режим чрезвычайной ситуации, как известно, в стране не был объявлен. Это значит, что для привлечения медработника к сверхурочному труду необходимо его согласие и мнение профсоюза. Порядок оформления сверхурочной работы в условиях необъявления режима чрезвычайного положения. Первое. Руководитель структурного подразделения медучреждения составляет рапорт на имя главврача о необходимости привлечения конкретных работников к сверхурочному труду. Второе. Руководитель структурного подразделения медицинского учреждения направляет этим сотрудникам соответствующее уведомление. Третье. Медработник подает заявление в отдел кадров о том, что согласен работать сверхурочно, и его привлекают в связи с производственной необходимостью. Четвертое. Издается приказ о привлечении сотрудников к сверхурочной работе, подписанный главврачом. Пятое. Медработника знакомят с приказом под его роспись. Необходимо помнить, сверхурочная работа – это работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами установленного рабочего времени. И она должна оплачиваться вовсе не за фактическое отработанное время, а по другой системе. Оплата сверхурочной работы производится за первые 2 часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По вашему желанию может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу должны определяться трудовым договором или же коллективным договором. Если работодатель не выплачивает вам положенную надбавку, вы имеете право пожаловаться в Федеральную службу по труду и занятости. Свою жалобу вы можете направить и на сайт онлайн-инспекция, а также в инспекцию по труду Крыма и в прокуратуру. И, наконец, вы вправе подать на работодателя в суд. И помните, в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса, работодатель, задержавший выплаты, в том числе и за сверхурочную работу, обязан предоставить выплату незамедлительно, в том числе и компенсацию за сверхурочную работу. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. На юридических лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Хочу обратить ваше особое внимание на одном моменте, где вас могут обмануть. Медицинский работник имеет право осуществлять свою работу по совместительству, то есть выполнять другую оплачиваемую работу в свободное от основной работы время. Недобросовестные руководители порой используют данное право и оформляют сверхурочную работу медработников как совместительство. В результате медработнику оплачивают лишь работу по совместительству за фактически отработанные часы. Не соглашайтесь на совместительство. Если предлагают поработать за заболевшего коллегу,
настаивайте на оформлении сверхурочного труда. Сегодня самые важные исследования для COVID-19 проводятся рентген-лаборантами, осуществляющими компьютерную томографию. От их точного оперативного диагноза зависит ход и тактика лечения. Согласно постановлению правительства от 14 февраля 2003 года номер 101 о продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности или специальности, продолжительность рабочего дня рентген-лаборантов составляет 30 часов в неделю. Для них запрещена работа по совместительству на аналогичных должностях и с вредным излучением.